Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре пятница, 3 ноября. Уже завтра вся страна отметит День народного единства. В Москве на ВДНХ откроется международная выставка «Форум Россия». Ее участниками станут все 89 регионов. Свою экспозицию развернет и Чувашия. Выставочный стенд нашего региона расположен в 75-м павильоне ВДНХ. Экспозиция республики будет представлена в виде национального девичьего головного убора «Тухи». Ее высота составляет 6 метров. Внутри традиционного украшения поселилась зона виртуальной реальности. Так, с помощью VR-шлема можно на 5 минут перенести к достопримечательностям Чувашии. А для юных гостей организаторы подготовили 3D-игру про чувашского богатыря Улыпа. И, конечно, на ВДНХ республика представит свой культурный, инвестиционный и промышленный потенциал. Международная выставка «Форум» будет работать полгода. Посетить ее можно до 12 апреля. Для меня большая радость иметь возможность сегодня пригласить вас на открытие выставки «Россия», которая состоится в нашем самом большом и крупном выставочном центре. Это наша ВДНХ. 4 ноября выставка, которая откроется, она будет представлять основные достижения наших регионов. И, конечно, наша республика, наша Чувашия также готовит свой уникальный стенд. Калейдоскоп ярких лиц и незабываемых образов, лихо закрученный сюжет и море юмора. А еще первоклассный вокал и зажигательные танцы. Мюзикл по Ильфу и Петрову «12 стульев» сегодня на сцене Чувашской филармонии. Премьера состоялась в начале прошлого сезона. Шоу собирает аншлаг за аншлагом. Авторы предложили абсолютно новое прочтение знаменитого романа. Музыкальная версия получилась интересной как для старшего поколения, так и для школьников. В зрелищной постановке задействовано 5 десятков артистов, которые работают в режиме нон-стоп и исполняют по несколько ролей. Более 250 световых приборов, свыше 160 костюмов и колоритный реквизит. Столь масштабный проект удалось сделать еще и мобильным. Спектакль недавно показали на сцене Татарского государственного академического театра имени Камала. Жители Казани устроили нашим исполнителям горячий прием и признались, что сами охотно присоединились к танцевальному действию. Полный восторг, потому что, знаете, все так ярко, красиво, динамично. Хочется отметить хореографию, замечательная, да, сама постановка оригинальная, какое-то сочетание с музыкой, это все движения, исполнение очень четкое, яркое, красивое. И, конечно, это все дополняется костюмами замечательными. Все так стильно, да, девочки? И это удовольствие. Пятница – время ваших историй. Далее о том, какие темы особенно активно обсуждали жители республики в социальных сетях. От снега, который недавно выпал в Чувашию, уже не осталось и следа. На некоторые жители республики успели насладиться традиционными зимними забавами. Например, вот такого снеговика слепили в деревне Клычево Чебоксарского округа. В Ельниковской роще Новочебоксарска заметили интересную пернатую гостью – длиннохвостую неясыть. Это один из самых крупных представителей этого вида. Ее длина достигает 70 сантиметров. 10 лет назад в Чебоксарах открылся кинотеатр «Волжский». Весь ноябрь здесь вместе со зрителями будут отмечать день рождения. По воскресеньям в полдень всех приглашают на интересные события. 5 ноября на выступление артистов и шоу мыльных пузырей, интерактивные развлечения и конкурсы для знатоков кино. 12 ноября всех ждет «Черная пятница», а последнее воскресенье месяца – праздник с блогерами города и республики. Напомним, первый сеанс в кинотеатре состоялся в ноябре 2013 года. Сейчас здесь работает 7 кинозалов. Одновременно в Волжском смотреть фильмы могут почти 900 зрителей. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и отличных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».